Kuşkat zalıştık bir harfım baysaşi. Şmagara haylaştamı kuyra tündi. Yama suan wan kuniz jargi. Şoy dökdökde şoy şakkana. Gobor kaçın kuşay şoy dökdökde. Şmagara haylaştamı kuyra tündi. Yama suan wan kuniz jargi. Şoy dökdökde şoy şakkana. Gobor kaçın kuşay şoy dökdökde. Для каждого народа наследие предков – это бесценная сокровищница накопленных ими знаний, мудрости и славы. Осетины по праву могут гордиться своим происхождением от великих народов древности – скифов, сарматов и алан, чьи язык, культуру и традиции они чудом сумели сохранить и донести до рубежей 21 века. Кроме археологических, архитектурных и письменных памятников, свидетельствующих о безусловном величии скифов и алан, в наследство от предков нам достался также и сложный, мудрый и таинственный комплекс традиций, праздничных обрядов, сакральных ритуалов и строгих законов жизни. Их выбор и порядок вовсе не были случайными. В их основе лежали глубочайшие знания далеких предков осетин о тайнах мироздания. Вовсе не суеверным страхом и слепой верой перед силами природы объясняются многочисленные обычаи и обряды осетин, а тем, что когда-то нашим предкам были известны причины, цели и последствия тех или иных строго ритуальных действий, совершаемых в определенные дни для достижения благоприятных результатов. Поэтому они так старательно и заботливо закрепили свои знания для будущих поколений в традициях и обычаях, строго напутствуя: так делать можно, фатче, а так делать нельзя, на фатче. Сила знаний и заветов предков была столь велика, что их не смогли уничтожить ни долгие тысячелетия, ни вражеские вторжения, ни меняющиеся нравы, ни искусственно насаждаемые религии и идеологии. До тех пор, пока осетины жили компактно в горах, они строго соблюдали их, словно яркий факел, передавая новым поколениям. И это помогало им сохранять самобытный дух, характер, национальное лицо, ценные незаменимые качества, соответствующие мерилам чести, мудрости, славы и высокого смысла жизни предков. Современный праздник – это возможность порадоваться, пообщаться со знакомыми, но он имеет бытовой характер. А праздник традиционный, он в своей основе религиозный, по сути. Традиционный праздник – это особое состояние, в котором люди вступают в особый тип отношений с небесными силами и в конечном счете с Богом-творцом. Существовали праздники семейные и праздники общественные. Фактически каждое воскресенье было семейным праздником. В осетинской культурной традиции хусал, табуину, единый, досточтимый, он творец всего сущего. И тем самым в основе представлений о мироздании находится идея о творении, о том, что существовало некое состояние Вселенной, когда все пребывало в тьме,
может быть, даже вот в холоде, вот все то, что мы вот называем словом хаос. При этом существует ясное представление о том, что однажды сотворенное, оно, тем не менее, периодически идет на убыль, что силы порядка, силы организации, они слабеют. И необходима помощь в том, чтобы эти силы подпитать, чтобы вновь порядок укрепить. Для того, чтобы вот эта естественная смена, цикличность, чтобы она не нарушилась, для этого люди должны в меру своих сил помогать. И еженедельно эта помощь заключалась в том, что освещались 3 пирога с сыром. Начинается вот это действо, направленное на восстановление сил космоса. И эта же идея лежит в основе любого праздника. Естественно, она преломляется вот в связи с какими-то более конкретными обстоятельствами. Она может быть как-то сужена, но это вот то исходное представление, которое позволяет объяснить многие другие смыслы, которыми пронизан любой осетинский праздник. И обеспечивая участникам вот это религиозное чувство, праздник осетинский, он по сути является тем, что вот в развитых традициях религиозных, вот в мировых религиях называется литургией. То есть это богослужение. Народные праздники осетин синтезируют в себе все многообразие человеческого бытия, божественное и земное, элементы таинства, позволяющие участникам ощутить свое единство с истоками сущего, Вселенной. Одним из наиболее древних и устойчивых явлений духовной жизни осетин был народный календарь и религиозно-обрядовая жизнь. Праздники были напрямую связаны с 4 временами года и конкретными сельскохозяйственными работами. Начало одного из важнейших древних календарных праздников осетин, Тутырыбон, совпадал с первым днем поста, Комбаттан. Празднование растягивалось на целую неделю, начинаясь в понедельник. В этот день мужчины собирались на нахаш, выносили на круглом фынге столики 3 лаваша, пиво и молились. По окончании этого священнодействия мужчины располагались вокруг сказителя, игравшего на старинной скрипке «Тейшенфандер» и певшего кадаги о нартах, о славных делах предков. Наиболее значительными и ритуальными считались первые 3 дня праздника Тутар. Слова и дела, сказанные и решенные в эти дни, имели большую энергетическую силу, и их непременно выполняли.
Эти 3 дня были настолько освящены, что в это время прекращалось даже преследование кровников. В дни Тутора закладывались основы для охраны и оберега каждой семьи, каждого дома и их будущих урожаев. Счастливым считался ребенок, рожденный в эти дни. Особой силой и выносливостью обладали рожденные в это время животные. По легенде, бревна для строительства рекома Лактезуар отправил именно на рожденных в дни Тутора быках. Согласно народному поверью, лес, срубленный в 3-й день Тутора, обладает наибольшей крепостью и избавлен от сглаза и козней злых сил. Поскольку Тутор является покровителем волков, в эти дни, помолившись, совершали еще один магический обряд – обвязывание ремнем камня. Считалось, что тогда будут также связаны пасти волков, и они не смогут причинить вреда домашним животным. Сельскохозяйственные орудия, изготовленные в эти дни, также считались обладающими особой силой. Поэтому именно в среду, в неделю Тутора, полагалось идти в лес для изготовления сахи, вил, ярма и так далее. Обереги, сделанные в дни Тутора, считались обладающими особой силой защиты, поэтому старались делать крестики из богоугодных пород деревьев – ясеня, клена, ивы, орешника, березы, боярышника. Крестики клали на зернохранилище, у входа в жилой дом, в хлев. زباخی کدش شامنم برکاد معمول کد آخ معرفه که خصوص تاب دور تاب С этой же целью в кусок кожи зашивали железные пластины треугольной формы. И такие талисманы носили как дети, так и взрослые. Кроме того, в первый день праздника в каждой семье рано утром одна из женщин натощак, не произнося ни слова, шила красными нитками, новой иглой на правом плече сорочек детей и взрослых крестики-обереги. В дни Тутора детей водили в кузницу, клали руку ребенка на наковальню, и кузнец наносил легонькие удары по ладошке, приговаривая «Уаз хуаш, Тутора фазахшт фау», «Да будешь ты под защитой Тутора». Поскольку праздник Туторокори был началом поста,
то в понедельник строго постились мужчины, во вторник и мужчины, и женщины, в среду только женщины. Безусловно, украшением праздника было народное гуляние. Причем игры и состязания в неделю Тутора устраивались не просто ради развлечения, а объяснялись особым значением радости, положительных эмоций, призванных содействовать возрождению сил земли, плодородию почвы и хорошим урожаям.
ایران قوتم ایران آدم خون وابرت سرگیه آورش توی جخل که آورش توی یویت خیفی دار در رت وردشت قوته خورجن در دور جندر بنت جه تاش کم نودایید دونه تاش کم نودایید یا خم رت اما هر کش مشکو تارشت مدر خزر تارشت مدر شیش تاماد مدر و یادون شیپت در زورا گدشت شعود قدل یادون کدنگوم کدفیدار آرستشت اما زولدای کنیسی سوانگ دور خلچی وانگ یافته و دیش سارتر انگوم کندگ و دیش سارت شابنالتن در نودشت ولی یوسو آورت کندگ آورت یافته سرن شبون که و دی یوی زورا گو ششتر ود قدل ایران فارنل ایران غدوتر ایران نامشل ایران سشکومل فدلتا یای برستش نودشته برک بطه کنم کشتتم کدش نودشته رشته جا خواست مدر میتن ماین مدر هفته دشت نودشته اما شخصه نکود توی سبر یغداول بون زونگه اما رسوخت فیدت توی رسوخت کنه ودای کوی برک بطه انسان کنن کنه ودای کوی خرزی مگشکه ود واتسگنما وی برس برک بطه در نکود تای کوی نفذلت برک بطه کو بانم ای ود نرس برک بطه کنن سدونه یودشته دو خاط تفل در کتفل در نودشته در مثلا عفون الکود توی رسوخت شکود توی نفس خوش نودشته سمی کرزیم باشت دای کوی خسته گی خیونه وازه گی ارسوه گی Жизнь в осетинских селах при всей суровости горных условий и тяжелом физическом труде всегда была в то же время необычайно красива и благородна благодаря бытующим в народе мудрым обычаям и законам жизни. Их строго придерживалось все общество. Традиции диктовали почет и уважение к старшим, к женщине, к младшим, способствовали проявлению заботы и взаимопомощи по отношению друг к другу. Строго осуждалось и наказывалось отступление от высоких моральных принципов, принятых народом. Особенно важным средством сплочения и единения всех жителей с давних пор являлись многочисленные праздники, к которым осетины всегда готовились сообща. Наиб целый. Лопатка да выгуляй. Наиб. Будучи формой отправления религиозного культа, осетинский праздник разворачивается как строго ритуальное действо. Он противостоит будням, наполненным тяжким, изнуряющим трудом и повседневными заботами, предполагает обновление, украшение жизни и снятие социального, психологического напряжения. Согласно одной из версий расшифровки смысла древних традиций, осетинские праздники связаны с мифологическими представлениями народа о цикличности времени. К концу цикла мир приходит в упадок, иссякают его жизненные силы, и спасти его может только чудо, равное чуду первого творения. Для этого использовали жертвенное животное – невон, которое выбиралось не произвольно, а посредством бросания жребия с последующим особым уходом за ним. Сам обряд жертвоприношения до сих пор совершается при строгом соблюдении определенного ритуала
с обязательной молитвой и действиями, имеющими глубокий сакральный смысл. Расчленением такого жертвенного животного кушарт работа хаоса разрушения как бы доводится до конца. И теперь может начаться новое творение, постепенное преодоление хаотических сил. Определенные части мяса жертвенного животного собираются, кладутся на фынг-алтарь и отождествляются с глубинными космическими законами, при которых голова, шер, символизирует верхний мир, шея, баржей, средний, курдюк, демаг, нижний мир. Тем самым образ Вселенной в виде хаоса обменивается на реальный мир, в который возвращается порядок, плодородие, процветание и жизнь. Необходимо также отметить, что праздничное застолье для осетин – это лишь в последнюю очередь еда и питье. Главный же, основной смысл его состоит в совершении священного древнего ритуала – молитвы, ковт. При этом должен соблюдаться непреложный закон наличия всех обязательных атрибутов, необходимых для совершения этого таинства. Существует определенный порядок и перечень того, что, где и как кладется перед тремя старшими, что, когда и как произносится ими, кому что и как передается, так как именно троим старшим, артахиштары, отводится роль посредников между народом и высшими силами, к которым они обращаются. Пироги, они символизируют вот эти зоны космические. А сыр, который единственный продукт, который подходит для ритуальных пирогов, сыр – это продукт ферментации. А ферментация – это базовая идея происхождения всего сущего. Антуан. И это относится и сыр животного происхождения, но это относится и к тесту, потому что тесто – это растительное. И вот одновременно происходит то, что называется таксономией, классификацией. То есть разделяется животная составляющая и составляющая растительная. А освещает эти пироги человек. И тем самым в одном месте сводятся три категории, способные к росту. Камни не растут. Они могут крошиться, ломаться. Но тем самым предполагается, что в основе всего, что способно к развитию и росту, лежит вот этот процесс биохимический, ферментации. И не случайно, когда старший освещает три пирога, то он подзывает Асаху, и подходит самый младший из домочадцев, при том, что он не участвует в этом молитвенном пиршестве. Он и есть вот то начало времен, куда периодически откатывается мир, а вместе с ним и общество. Одним из сохранившихся по сегодняшний день календарных праздников является Хорбон. Предки относились к нему с большим благоговением, так как верили,
что от их действий и правильного проведения определенных ритуалов зависело благословение святого Уасила, дарующего им урожай хлеба в новом году. В зависимости от масштаба праздника и предусмотренных расходов, общество договаривалось собрать с каждого взрослого члена семьи установленное количество мерок зерна, которое шло на изготовление пива. Также практиковались выборы хозяев праздника в порядке ежегодной очередности. Из каждого дома приносились к праздничному столу ритуальные пироги. Сутью и целью праздника была объединенная молитва, единое, вдохновенное, устремленное, благоговейное обращение к Богу и Уасилла и совершение определенных культовых процедур. Абону хорвасилла ибон, скорот лапута, хор. Хайве пасарам бондар бирар фавам амонжен ажнышкана хоржен каждый марашугдай. Распорядитель будущего года подходил с чашей кваса к нынешнему. Последний склонял перед ним побритую, вымытую голову, и тот начинал лить ему на голову квас, шепча слова молитвы: «Уасилла, помилуй нас, дай урожай, отврати от нас огонь громовой». Затем распорядитель обращался к молодежи: «Сукурут лапута, чего вы просите?» На что следовал ответ: «Хор, хор, хор, хлеба, хлеба, хлеба». Возлияние повторялось трижды, и тот, кому лили на голову, говорил: «Как изобильно льется эта брага, так да уродится хлеб наш, чтобы были мы богаты и сыты». В Южной Осетии в день праздника Хорбон рано утром по одному человеку от каждой семьи отправлялись в лес за хворостом. С собой брали по 3 постных пирожка, с которыми они обращались к Уасилла. «О, Уасилла, соблаговоли сделать так, чтобы нынешний год был счастливее и богаче прошлого урожаем хлебов». Затем, собрав в лесу сучья, они приносили их домой. Опускали во дворе на чистое место со словами: «Сколько здесь сучьев, столько да уродится на наших нивах копен». Старшая хозяйка дома, кладя на хворост пухлые пирожки, молилась: «Пусть пшеничные зерна на колосьях будут так же крупны, как эти пирожки». Праздник Хорбон символизировал начало посевных работ, поэтому в этот день запрягали быков и производили 3 ритуальные борозды.
и разбрасывали семена. Роль пахаря исполнял распорядитель будущего года. В наши дни празднование в основном сводится к совместной общественной молитве, на которую собираются всем селом, а в условиях города с одной или нескольких соседних улиц. Поскольку праздник проходит в дни Великого Поста, на столе бывают пироги с растительной начинкой, а вместо мяса – рыба. Однако несколько отличается празднование Хоробон в горных селах, имеющих своего зуара-покровителя. Например, в селении Горный Зуарикал, Хоха-Зуаракал, в доме хозяев праздника с раннего утра женщины пекут ритуальные треугольные пироги с сыром для последующего их освящения в святилище. Помимо них готовят и круглые пироги с различной растительной начинкой. К празднику бывает обязательно заранее сварено пиво, которым полагается обращаться с молитвой к Богу. И также к праздничному столу в Хоробон всегда жарят рыбу. В это время возле святилища Реком, расположенного над селением Хоха-Зуаракал, мужчины совершают обряд жертвоприношения барана, варят мясо, подготавливают ритуальный стол к приходу старших. Из каждого дома сюда приносят по 3 треугольных пирога с сыром, 3 булочки, яйца, пиво или квас. Затем старший зуарлок освящает их молитвой. А позднее празднование продолжается в доме хозяев праздника Хоробон с участием всех жителей села. В праздник Хоробон в селении Хоха-Зуаракал и сегодня еще совершают символический обряд поливания головы квасом и обряд проведения 3 борозд на поле. По окончании праздника за столом определяют хозяев Хоробон в будущем году. В его дом отправляют хон – ритуальные пироги и пиво, символизирующие передачу фарна и баркада, то есть благодати этого праздника, для сохранения его до следующего года. В весеннем цикле календарной обрядности в эти же дни осетины проводят еще один праздник – Раштейбон. Его название восходит к слову «раштма», что означает «правильный», «успешный», «удачный», «справедливый». Как явление этнической культуры он интересен тем, что является единственным сохранившимся до наших дней женским праздником. В празднике Рашта прослеживается и связь с ритуалами женской инициации. Именно накануне этого праздника проводился обряд прокалывания ушей у девочек – картганан, где девичий обряд возрастного перехода совпадает с переходным периодом в природе. В некоторых ущельях
В это время девушки, достигшие определенного возраста, позволяли надеть рашкарт-каба – праздничный костюм, в котором она могла впервые в сопровождении братьев или других родственников принять участие в праздничных танцах кашт. Махур кутауд педучилище, ама футзахат кашма ксудиуд на хазар удиштер барабон. Манан на хазаре чик кашма савы. Ама ердер афтам сештова и кудрашгам траса дикуды, ед кутой футзахат, ама и чик ерафтам и штей мана ертакка куды ед кананс ханахона гей мана кашмадар салме хазар мадар чик мадар дуа хатер тахат хона гудор меви яхи кахай нисо хоч баздай яхи вон кудай доттер одул ерсдай тер вдам таяса диду гаган курса юлфташ хажа сдай тер Уадмана сдыште. На, уадма уди гцочиш гавнамада, но ви кашма бас. Чанзахшави куди, веросы будон чанзхашинс, май будон держит то ерос хазар в цахат чешкшинс ядмарасу за них кашма, ама и валдай хона гуди, май урдам баровску той ходони чанзхашма. Праздник Рошта имеет свой определенный день – четверг, первой недели Великого Поста. Для совершения общей молитвы женщины собираются в доме, избранном на прошлогоднем празднике в качестве фашим – хозяев, распорядителей. Члены этой семьи с раннего утра готовятся к встрече гостей. На них лежит основная часть праздничных приготовлений. Ритуальная пища этого дня строго постная, но наблюдаются и отклонения. Так в селении Горный Зуарикау праздник сопровождается жертвоприношением барана, наличием мясных блюд, но при этом обязательным компонентом является и рыба. Должны быть пироги с растительной начинкой, зелень, овощи, фрукты. В прежние времена в первой половине дня обязательно постились, а во второй, разговевшись, молились. В этот день, как и во все праздничные дни, женщинам строго запрещалось любое рукоделие. В день Рошта каждая женщина, участница торжества, приносит к праздничному столу 3 пирога, чтобы снискать благодати для своей семьи в общей молитве. Дополнительные приношения калон делают женщины, в чьих домах в течение года произошло радостное событие – свадьба, рождение ребенка, возвращение путника, начало или завершение учебы кем-то из членов семьи. И, конечно, в день Рошта основным является молитва, произнесенная старшей женщиной. Женщины, как и мужчины, в своих обращениях к Богу, высшему разуму, высшим силам, всегда просят о ниспослании благодати всему человечеству, всей стране, всем добрым людям и лишь затем себе и своим близким. И это является особенностью осетинской молитвы.
نفالله يجر روش کدام کتریتر مزخساو نوما یزارت نوما ارتگاه چیریتر نبون کوون کتریتر کدوا اما زکورگه در کد کنم نجرد سر شوختی نتی ودون نکوخو کدفتوی اما این یفاللیتن یرا شوختی نتن اکا گرخ کنگ مختر کدوم یخم ارفه در نقصاب را کنگ Отсутствие мужчин на празднике способствует более эмоциональному поведению женщин. Застолье сопровождается шутками, допускается нарушение иерархических порядков, когда молодая невестка позволяет себе принять участие в общем веселье в присутствии свекрови. В прежние времена, в праздник Раштейбон, девушки использовали различные методы гадания о будущей жизни, а также любимым занятием были женские игры. Эта забавная игра в камешки, тытчита, дошедшая до нас из глубокой древности, требует от участников немалой сноровки, ловкости и мастерства. И она, безусловно, является украшением праздника, создавая особую атмосферу доброжелательности, сплоченности и мудрых заповедей преемственности поколений. Поскольку непременным условием праздника Осетин было обязательное участие в нем всех членов общества, то в случае болезни или немощной старости кого-либо ему обязательно относили его долю освященной праздничной пищи. Глубокий сакральный смысл имеет и другой обязательный обычай – благодарить хозяев нынешнего праздника и передавать ритуальные 3 пирога и пива с праздничного стола в дом хозяев будущего года. Тем самым предполагается освящение места проведения будущего праздника молитвой о ниспослании покровительства высших сил для этого дома, чтобы в нем весь предстоящий год охранялась святость. Безусловно, в современной культуре осетинского народа важно осознание значимости и необходимости сохранения праздника Раштейбон, поскольку он дает возможность женщине ощущать великое и ответственное чувство сопричастности к высшим ценностям духовной культуры мира и Осетии. В воскресенье за неделю до Пасхи осетины отмечали праздник Кутуганан. Он посвящался божеству плодородия, и его смысл выражался в особой магической формуле, чтобы хлеба в доме было вдоволь, чтобы было изобилие и богатый урожай в текущем году. Тем самым осетины желали, чтобы зернохранилища у них всегда были полны зерном и мукой. В этот день в каждом доме для молитвы выпекали по 3 тонких лаваша. Варили квас или пиво, и с ними обращались к Василла. Просили изобилия зерна, сена и скота. Больше всех этого праздника ждали дети. Для них в этот день выпекали разные фигурные булочки.
А мальчики, начиная с 3-летнего и до подросткового возраста, мастерили себе луки арден и стрелы фат, так как важным действом этого праздника считались состязания в искусстве стрельбы из лука. Большое внимание при этом уделялось стреле, которую готовили из сухих, полых стволов легких, но плотных по фактуре растений. С этой же целью наконечник стрелы артих изготавливали из кусочков жести или твердых пород обожженного дерева и оформляли 2-3 перьями, выполнявшими во время полета роль стабилизатора. В былые времена после праздничной трапезы народ собирался на Нахаш, где проходили различные соревнования, скачки, игрища. На заранее условленном расстоянии ставили в ряд все булочки кутута. Затем состязающиеся по очереди стреляли в них. Когда-то стреляли не только стоя, но и с корточек, на ходу и даже с лошади на полном скаку. Попавший в куту стрелой пользовался правом откусить от него и забрать угощение себе. Считалось, что дети своей игрой могли предугадать благополучие нового урожая. Чем больше сбито фигурных печений, тем больше будет осенью заполненных зерном сапеток. Ритуальная стрельба из лука основана на представлении магической силы стрелы, как острия, отгоняющего, поражающего и уничтожающего злых духов. Острие как оберег известно многим народам, причем к силе острия присоединяется особая магическая сила металла. По окончании состязаний все кутута собирались на общий праздничный стол и разделялись между всеми присутствующими. Таким образом, предполагалось, что и блага, символизируемые ими, будут распределяться поровну. Еще одним из самых почитаемых праздников у осетин является Кахсганан. Он неизвестен соседним народам и восходит к архаической древности. Упоминание о нем встречается в нардском эпосе. Название свое праздник получил от слова «кахс» и «ганан», что буквально переводится как «делание чаши», и восходит к древнему обряду, совершаемому матерью ребенка. Суть его состояла в том, что незадолго до наступления праздника мать новорожденного отправлялась в дом своего отца и обходила символической деревянной чашей кахс своих родственников по отцу и матери, которые одаривали ее кто чем мог. Дарили ей предметы одежды и обуви, а также снаряжение, приданое для ребенка. Отец и мать дарили ей жертвенного барана для заклания в праздничный день. Тем самым замужняя женщина не порывала с родным культом, с энергией своего рода, устраивая на средства родни сагат, ритуальное жертвоприношение божествам отцовского рода. Родственники Мадыр Вадалта дарили племяннику также жеребенка Харафыртылавар, как будущего мужчину, защитника и воина, обеспечивая его конем.
Жеребенок, байрак или конь, считался самым почетным подарком, хотя кто-то мог принести в дар и овец, и быков. Кахсганан, когда молодая мать едет к родственникам, и они ей собирают вот полную чашу, это и есть представление о плодородии, процветании, изобилии. И это то, к чему хотят приобщить новорожденного. Вот, представление о счастье, которое может иметь мальчик, пришедший в этот мир. И вместе с тем, чтобы показать его социальный статус, родственники вот, по материнской линии, они ему дарят жеребенка или коня. И тем самым они обеспечивают ему возможность достойного перемещения в пространстве. Конь это признак не только материального благополучия, но это еще и представление о социальном статусе. В Риме категория благородное сословие так и называлась – всадники. Подготовившись к празднику со всеми дарами и припасами, родственники невестки отправляются вместе с ней в дом ее мужа, в котором к их приезду собираются гости. Их торжественно встречают близкие отца ребенка. Обе группы обмениваются взаимными благопожеланиями. Затем подарки относят в женскую половину дома, где их принимают старшие женщины. В числе обязательных подарков была также колыбель Авдан, что символизировало связь ребенка с материнским родом. Чтобы, живя в доме отца, мальчик рос и набирался сил в материнско-родовой колыбели. И в этом заключалась величайшая мудрость и непрерывность кровнородственных связей между фамилиями. К тому времени мужчины приступают к проведению обрядового пира ковда. Выносят и ребенка, виновника торжества, к старшим фанджихиштар, и он возносит молитву, прося покровительства у великого бога Штырхосау и всех святых для младенца. Обязательным компонентом ритуальной пищи в день праздника Кахсканан является зыкка – каша из сыра и муки, которая, по поверьям, обладает святостью наравне с пирогами. В миску с зыкка с молитвой опускают ножку ребенка, чтобы впоследствии в этой семье рождались еще мальчики. Затем исполняются обрядовые песни, имеющие свой особый смысл и значимость. В дни праздника Кахсканан с древних времен существует еще один красивый ритуал. Называется он Шойганан. В нем участвует молодежь села. Накануне праздника Шойганджита группами обходят дома тех, у кого родился мальчик в нынешнем году, и кто собирается праздновать Кахсканан. Один из юношей несет в руке шест, непременный атрибут шествия. Это фарнакил. Фарн, украшенный цветными лентами или лоскутами, символизирующий благополучие, преуспеяние, благодать.
Выпад сарам бундар саудум бэшкана. شام خورز اخوات لکت جوار خورز اخوات مادم بایرام جوار خورز اخوات کاستر چه همون جنو کرد فوات شاخ با مدرات تطبا ایرشتون انشتر لک کدرا هاوش همون بالا ورکنه دونه کچک شاو کاستر تاکو بکاک ayşe yaklaşıyor burada. Schweigenstein feiner Kaff. Древние ритуалы, несколько видоизменившись, сохранились и до наших дней. Праздник Кахсканан и сегодня продолжает оставаться популярным в Осетии. Как и прежде, очень почетным подарком остается жеребенок. Стриюнах сауада табуда хисем. Я помню, шваллон синканам, хашетишет синканам. Тодор раштудма амончу кудой нах сауой жагат. Уйфастадар маза бахла утам жаганта. Кудрата. Таптами арбуны гаспартау. Раштудма амончунут. Маназилlah амште. كما خجدار كمان شكله هو يباسي ونقص. أخشلا كسر يا فستمان خجدار نقرتا كداي ونقص هو يجعل. أمور جنود Для того, чтобы сегодня осетины смогли занять достойное место в современном мире, и при этом, вот, повторяю, сохранить свое лицо, традиционная культура необходима. При этом я подразумеваю и язык тоже, потому что язык — это один из элементов этой культуры. Это единственно возможный путь, опираясь на традицию, двигаться вперед. Многочисленные праздники осетин, словно драгоценные камни, вплетенные в суету буден, всегда служили ярким и неповторимым украшением жизни общества. Мудрость предков, идущая из глубины веков, заложенная в традициях и обычаях, насыщала и обогащала жизнь осетин бесценной кладезью знаний, магическими формулами успеха, неразрывным союзом двух природ, духовной и материальной, служила сплочению и гарантией выживания рода, фамилии, этноса. Каждому времени года соответствовали определенные праздники, сопровождавшиеся древними ритуальными обрядами. Их исполнение позволяло осетинам всегда находиться в таинственной и неразрывной связи с высшими силами, в единстве и гармонии с природой, оставаясь надежным и крепким звеном бесконечной цепи мироздания. И наша задача сегодня, на заре 21 века, не только сохранить их, но и суметь вернуться к такому уровню мировосприятия, духовности и морали, стремясь при этом к новому, более глубокому осмыслению и расшифровке бесценного наследия, дошедшего к нам от предков.